На кадрах образцы модернизированных российских танков с защитными конструкциями и маскировочными элементами. Председатель научно-технического комитета бронетанкового управления Александр Погребский рассказал о последних разработках представленной боевой машины Т-90М. В настоящее время на танк поставлена крайняя версия радиоэлектронной борьбы комплекса. Соответственно, комплекс средств снижения заметности, который позволяет танку в оптическом, в тепловизионном и в радиолокационной диапазонах защищать танк. Ну и, соответственно, дополнительные конструкции, которые позволяют почти со всех сторон защитить танк от поражения боевыми частями. По словам заместителя начальника бронетанкового управления генерал-майора Сергея Шаленова, одной из приоритетных целей модернизации военной техники для ведения боевых действий в зоне СВО является защита от дронов и мин. Кроме того, военнослужащий отметил, что добавленные на танки конструкции не повлияли на их другие значимые параметры – огневую мощь, командную управляемость, подвижность, простоту обслуживания в полевых условиях и транспортабельность. То есть они защищают верхнюю полусферу башни, они защищают моторно-трансмиссионное отделение, корму машины. У нас практически защищены борта. Но вот в таком виде у машины не снижаются ее другие боевые характеристики. Механик-водитель с позывным «Старовер» со своей стороны подчеркнул, что проходимость техники стала значительно лучше за счет увеличения высоты и изменения массы. Здесь двигатель мощнее и масса, то бишь проходимость здесь намного лучше, чем на предыдущих моделях. Динамическую защиту добавили, на лобовую проекцию, по бокам добавили антидроновая уже установка, система РЭП. То бишь уже намного, он повыше, уже более современный, так сказать. За время проведения специальной военной операции специалисты структурных подразделений Главного бронетанкового управления вернули в строй свыше 50 тысяч единиц различной боевой техники, увеличили поставки вооружения в 7 раз и продолжают непрерывную работу над модернизацией образцов.